добрый день. И вот пока моя дочка не уехала, мы решили показать вам немножко салатики, которые мы сами готовим и любим. Ну и для вас, может быть, кому-то в последний день пригодится. Хоть мы и не празднуем, но для того, кто празднует. Значит, смотрите, что в этом салатике. Салат-закусочка такая. Вот такая вот кукуруза в баночках продается молоденькая. Ее нужно разрезать пополам. Вот такие вот корнишоны, огурчики, лук красный, опята, чесночок и соль, перец и растительное масло. Салат называется гламурный. И гламурный. Название салата гламурный. Делается все быстро. Ну, если кто не успел заранее приготовить, хорошенькая такая вот, ну, закуска, кому нужна закуска, салатик такой. Так, при желании, говорит дочка, можно и мясо, и куриное, и такое мясо добавить. Но у нас его просто сейчас нет, мы не добавляем. При желании, и салат и без него нормально. Если нет красного лука, то нужен белый лук, но его лучше сначала замариновать в уксусе. Или чуть-чуть кипятком обдать, чтобы он не был таким вот прям острым. Чеснок, соль, перец по вкусу. Давай. Черный перец. Кому нужно, только чуть-чуть, много не добавляй, соли мало, потому что все соленое же. И растительное масло. Туда, мне кажется, можно еще и брокколи можно было. Почему? Вполне возможно. Ну и тоже другой салат будет. Ну, другой. Изюминка другая будет. Ну, есть же такой же салат с брокколи. Называется только гурмани. С кукурузой, с огурчиками. Да. Ну, вот я и говорю, туда можно добавлять и такое. Все, он готов. Зелень тоже по вкусу. Так, если честно, мне кажется, я не делала этот салат. И не ела сегодня первый раз. Все-таки разбавить можно немножечко мясом. Именно мясом. И даже не говядиной, а курицей. Грудинка чуть-чуть, что была. Но и так, в принципе, да, нормально. Просто небольшая кислинка здесь. Это на любителя. Друзья, и вот еще второй салат мы решили сейчас приготовить. Такой салат, название фасолевый, с грибами и курицей. Так, для этого нужно сначала замариновать вот такой вот красный лук, наливать уксусом и кипяточком. Заливай весь стакан. И лук должен постоять минут 15. Для салата мы нарезаем грудинку вот так вот. Курочку нарезали. Теперь грибочки. Фасоль. У нас со светом проблемы. То включают, то выключают его. Теперь надо грецкие орехи накрошить, нарезать ножом. Вот так вот нужно измельчить орехи. Так, и добавляем орехи в салат. Теперь заправляем майонезом. Черный перец немножечко. Солить салат не нужно, потому что там практически все соленое. И салат с фасолью и грибами у нас тоже готов. Тоже довольно-таки быстро, если, друзья, никто не успел подготовиться заранее.
Легкий и быстрый салат. Ну и при подаче просто посыпать зеленью. Добавляется зелень. И, друзья, у нас, к сожалению, ни в одном нашем магазине мы не нашли приправу карри. Сюда, в этот салат, еще нужна чайная ложка карри. Вкус будет совсем другой. Так, я попробовала. Мне понравился. Не знаю, кому как. Так что я в описании напишу, что тут нужно. В описании напишу, что нужен карри, но у нас его нет. Так, друзья, и сейчас будет следующий салат. Он называется гнездо глухаря. Ну, я его часто называю муравейником. С меня Танзила смеется. Вот так вот нашинковать нужно картошку на терке по-корейски. И потом вот выложить на бумажные салфетки. Ну, у меня не было полотенца, пришлось на салфетку. И обжаривать в раскаленном масле. Вот так вот. Вот так вот небольшими порциями в раскаленном масле нужно обжарить картошку. И вот так вот все порции, понемножечку. Так, и вот мы приступаем к 4-му салату, который называется гнездо глухаря. Я путаюсь с ним, постоянно хочу назвать его муравейником. Ну давай. Так, тут нужна куриная грудка. Лук сиреневый, который нужно нарезать кубиками. Ищи. Все. А снимать же. Погнал вещь. Так, обжаренную картошку, которую нужно было вот так вот на салфетку положить, чтобы масло впитало оно лишнее. И вот так вот. Она сделала там небольшое углубление для яиц. И обсыпается. К сожалению, еще раз повторю, что в наших сельских магазинах не все, конечно, купить. Я не подготовилась. Я и не знала, что приедут девочки, если честно. И сама не собиралась делать никаких салатов. Но раз она приехала, решили немножечко их сделать для себя и чтобы вам показать. С этой стороны, с той стороны положила много, с этой мало.
с этой. Все. Так, украшается гнездо. Муравейник. Я все время муравейником. Да? Так, и вот такие вот перепелиные яйца. Но если нет перепелиных, то просто можно, наверное, Сделать половинки, ну, сделать, да, перемолоть, по-моему, да. и шарики сделать. У нас просто перепелиные есть. И вот чуть-чуть вот, ну, бывает же перепелиные с черными пятнышками. С пятнышками, ага. Вот так вот. Все. Ну, все вот так вот. Так, и по нашему заказу Тандила делает нам салат из, ну, как он назывался? Цезарь. Не ножом, зачем ты ножом режешь? Хотя пекинку надо будет ножом, наверное. Да. Это айсберг и... Нет, штербей завож. Рамона. Рамона. Все? Слушай, вот Рамона я не могу найти, семена найти. Вот я посадила его. Даже в интернет-магазине нет Рамона салата. Семян. Так, друзья, ну вот теперь уже следующий салат крабовый. Тоже на скорую руку, без риса. Легкий такой. Вот, значит, тут что нужно? Крабовые палочки, нарезанные кубиком. Яйцо, нарезанное кубиком. Банка кукурузы. Огурец, нарезанный кубиком. Яблоко и вареная морковь. Поперчить, посолить и майонез. Салаты на скорую руку. Четвертый, пятый, да, уже получается? Да. Так, друзья, и следующий салат. Тут ингредиенты: сырая 1 морковь, 1 огурец, 3 яйца, 100 грамм сыра и 2 ложки сметаны. Быстрый салат за 5 минут. Давай, заправляй. Морковку натереть на обычной терке, огурец соломкой, яйцо соломкой, сыр тоже соломкой. Чуть-чуть придется посолить, чуть-чуть, немного только. 2 ложки сметаны. И черного перца. И перемешать. Так, и салат немножечко можно украсить. Вот еще один салатик готов. И вот, мои друзья, 5 этих салатов. 6-й, к сожалению, мы уже поели. Цезарь был 6-й салат. Вот такие вот салатики мы приготовили. И для себя, и для вас. Как раз приехала сестра моя в гости сегодня.
Внучка с Мадиной уехали. Сейчас уезжают и старшая дочка с внуком. Ну, сегодня сестра у нас будет. Вот так вот. Ну, на этом, наверное, все. Сегодняшний влог я закончу. Это был чисто влог салатов. Ну, вот как-то так. Если вам понравятся мои рецепты, вы, я надеюсь, напишите. Скажу честно, мне понравились все. Но вот последний, который мы приготовили, это уже на любителя как-то. Или, мне кажется, можно было бы майонезик туда добавить. Не сметану, а майонез. Или ложку сметану, ложку майонеза. А так остальные мне очень понравились. Готовьте, пробуйте. С наступающим вас всех Новым годом. Всем счастья, мира и благоденствия. И самое главное, огромное, огромное всем здоровья.